Машалдышуак Хамсер Меххой. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире всеми уже нами полюбившаяся программа «Дегя Оаз. Голос сердца». В рамках этой программы мы приглашаем народных заслуженных артистов, а также начинающих исполнителей, которые сегодня раскрывают свой творческий потенциал и в рамках программы дарят нам свое творчество своим живым голосом. Дорогие друзья, я хочу вам представить свою гостью нашей сегодняшней программы. Это народная артистка Республики Ингушетия, актриса театра и кино, всеми нами известная Зара Аушева. Серди Халхазара. Нашел, да. Добрый вечер всем. Зара, мы рады приветствовать тебя в рамках этой программы. И сегодня, я думаю, у нас будет очень особенный, интересный эфир, потому что ты работаешь, так скажем, не в определенном жанре музыки, у тебя разнотематические песни, разножанровые песни и достаточно очень интересное творчество. Но первый вопрос у меня будет такой. Зара, скажи, пожалуйста, вот как у тебя получается быть профессиональной актрисой и, конечно же, певицей, и вот это все совмещать, потому что это очень сложно? Нет, это все взаимосвязано, потому что любой профессиональный артист, он может петь. Ну, может быть, не каким-то таким невероятным оперным классическим вокалом, но актер, который имеет специальное образование, ну, все, в принципе, поют, поющие. Ну, как я понимаю, в рамках, так скажем, учебной программы актерского мастерства у вас было была и постановка голоса. Да, конечно, и особенно, естественно, так как мы актеры театра, мы занимались больше, акцент делали на каких-то актерском исполнении, на романсах и так далее, что для того, чтобы мы, находясь на сцене, играя свою роль в пении, в исполнении песен, могли передать как раз таки я тебе скажу, образ, который мы несем со сцены. Зара, ты знаешь, действительно, на самом деле, очень многому нужно у актеров учиться исполнителям, потому что сегодня содержание песни передавать эмоционально и внутренне сопереживая, так скажем, содержанию песни, это достаточно очень сложно. Но вот мне хотелось бы узнать, как вот это, насколько я понимаю, ты драматическая актриса, да, вот, и играешь в спектаклях, и вот как сложно после такого утомительного дня, после игры спектаклей, и потом уже совмещать пение, насколько я понимаю, ты и в студии работаешь, и работаешь непосредственно в концертных программах, вот это мне интересно более всего. Это все несложно, если ты занимаешься любимым делом. Нужно так обобщающе, так коротко сказать, что нет ничего сложного. Вообще человек не ходит на работу, если он занимается любимым делом, да, есть такое понятие. Поэтому, если это в удовольствие, это несложно. Как я уже ранее сказал, что в твоем творчестве есть совершенно разные темы. Это любовь к родине, это патриотические песни, да, любовь к Ингушетии, также восхваление, так скажем, наших джигитов. Безусловно, тема матери, она есть, но крайне редко бывает тема отца, то есть имеется в виду посвящение отцу, так скажем, более правильно. Вот. А в твоем творчестве есть такая замечательная песня, которая действительно трогает самые, наверное, глубокие струны человеческой души. И когда слушал эту песню, я настолько был тронут и содержанием, и, безусловно, самой гармонией этой мелодии, музыкой. Скажи мне, пожалуйста, как родилась эта песня, насколько она тебе близка. Я знаю, что 100% она очень тебе близка. Немножко вот историю, прежде чем мы с тобой вспомним эту песню. Да, я благодарна тебе, что ты вспомнил эту песню, потому что она на самом деле была написана на смерть моего отца, да, Алгешлоцин. Когда его не стало, я попросила Герихана Гагиева. Не знаю, почему-то мне показалось, что именно Герихан Гагиев сможет написать то, что мне хочется. Я попросила его, мы с ним поговорили, я рассказала ему о том, какой был папа и так далее. И он написал вот эти красивые стихи. Я тогда еще училась. И Тимур Зейтов, наш композитор известный, он тогда находился в Москве, работал там, у него была студия. Я попросила его, дала ему эти стихи, и он написал мне такую красивую музыку. Хочу, чтобы ты исполнила под мой аккомпанемент эту прекрасную песню. Вообще мне нравится то, что вот эта вся история такая импровизации, инструмент, песни, которые звонит Артур и говорит: споешь ли ты вот эту, да, ну давай спою. А я найду ноты, вот
Теперь будем пробовать. Зараз сегодняшняя программа, как я уже сказал, это, так скажем, уютная такая обстановка, чтобы мы могли сегодня дарить нашим зрителям наше живое Но творчество. мне кажется, да, именно живое, и зрителю это будет именно интересно, потому что будет видно, что это все практически импровизация. Да, у нас это, нет да, никаких-то технических Ничего, элементов, да. аппаратуры, у нас есть инструмент. И ноты, есть, которые ты собрал, и которые мы сейчас будем есть пробовать. твой живой Просто. красивый голос. Есай сомалцы гуш, яухалцы яхцелуш, сохадай не загасей, давацыш соесай, давацыш ердыне, хэттин хэттуне, хэбоды нахайо, сагвац кахэтхо. Дегуюх узымбеш, сагвац дахадалеш, ёх дегу динахбус, вейдаху дахдус, да, хөвен вац тхада, сет кышты йқида, хасигле тох кожлел, цавел, ажил е войнил ходеш, денне дауды деш, цабақды адды ас, соетаят садас, дегуюх узымбеш, сагвац дахадалеш, ёх дегу динахбус, вейдаху дахдус, да, хөвен вац тхада, сет кышты йқида, хөсигле тох кожлел, цавел. Спасибо тебе, Зара, огромное за эту композицию. На самом деле она очень сильно трогает самое святое. И когда я вот играл эту композицию, на самом деле у меня были разные мысли, разные, что я сейчас приду домой, обниму своего отца и скажу: слава Всевышнему, что родители живы, и самое главное, все здорово. Спасибо тебе, низкий поклон за это. И тебе за то, что саккомпанировал. Зара, насколько я знаю, у тебя творчество разнообразное, разножанровое. Сегодня мы слышим в твоем репертуаре разные тематические песни, посвященные, как я уже ранее сказал, Ингушетии, матери, отцу. И, конечно же, есть разные жанры музыки. Это классическая музыка, и, конечно же, отдаешь предпочтение большое к романсам. Наверное, ты знаешь историю романса, как возник вообще романс и как пришла любовь петь романс. Ну, если сравнивать с народным пением, например, да, на мой взгляд, то народные песни, они возникали, вот, когда люди по ситуации могли что-то придумать и спеть, да, учитывая ситуацию, в которой они находятся. У кого-то там любовь не сбывшаяся или еще что-то, потеря там родных и так далее, неважно. Романс, на мой взгляд, это такой же, это история. Это как, если спеть романс, это рассказать целую историю, на мой взгляд. Если мы окунемся в историю, то, безусловно, до определенного времени вот романсовая такая культура пения, да, тогда считалась именно эстрадой, и сегодня... Ну, я люблю больше эстраду того времени, скажем, Утесов, да. Трошин, с такой более академической спецификой да, исполнения. Да, Шульженко. Здорово, это здорово, Зара. такие Поэтому я могу в тебе которых тоже... я могу слушать просто бесконечно. Здорово. Но не все, к сожалению, предпочитают такие песни. А у меня так, я старомодна в своем, как говорится, вкусе. Давай, Зара, тогда мы расскажем, так скажем, нашим зрителям,
как мы красиво исполняем эти романсы. То есть дадим возможность нашим зрителям услышать твой красивый голос. Ну, мы попробуем, мы Давай. не будем громко говорить, потому что в наших условиях и с нашей степени подготовленности. Да, я постараюсь максимально вот что-то сыграть. Да, я максимально что-нибудь подпеть. Кто ошибется, кто угадает, разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я за тобою следую тенью, я привыкаю к несовпадению. Я привыкаю, я тебе рада, ты не узнаешь, да и не надо, ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Ты не узнаешь и не поможешь, что не сложилось, вместе не сложишь. Счастье такая трудная штука, то дальнозорка, то близорука. Часто простое кажется вздорным, черное белым, белое черным. Часто простое кажется вздорным, черное белым, а белое черным. Скажи, пожалуйста, Зара, с какими композиторами нашей республики ты сотрудничаешь? В моем репертуаре несколько песен, которые написала Мадина Барахоева, за что я ей очень благодарна. Кстати, ее песни очень часто становятся хитами. Буквально вот недавно, на днях, мне подарила свою песню Фатима Хашагульгова. Тоже очень творческий человек, Фатима, который пишет, скоро у нее выходят сборники стихов, насколько я знаю, и это тоже так отрадно. А Мадина, кстати, Пугоева, моя подруга, заслуженный деятель культуры наш, Тоже. она написала мне 2 прекрасные песни, которые у меня в репертуаре, очень такие, которые всем нравятся. И клип на одну песню я сделала, «Ингушетия». Кстати, она писала к 30-летию Ингушетии эту песню. То, что она еще пишет музыку, песни, это дорогого стоит. Конечно, у меня есть песни, которые написал Тимур Дзейтов, наш композитор, известный народный артист. И твоя песня, кстати, «Садок», очень многим нравится. В репертуаре есть. Есть, да. Скажи, Спасибо тебе за эту песню. ну, я думаю, что это не последнее наше А мы можем, сотрудничество. кстати, ее сейчас попробовать Мы обязательно спеть, да? эту песню споем, но прежде у меня еще один вопрос возник. Скажи, пожалуйста, Зара, вот музыка разная, да, практически, которую пишут все эти композиторы. Вот в основном написание их музыки, она лирическая музыка или более, так сказать, танцевального характера? Вот какие предпочтения у тебя и какие предпочтения у них? Что бы им хотелось, чтобы ты исполнила, и что бы ты хотела бы, чтобы тебе написали? На самом деле мне нужны в репертуаре совершенно разные песни, разных жанров и так далее. Я беру, пробую, пою, как бы. То есть какой-то принципиальности определенной нет? Нет, конечно, потому что нельзя зацикливаться на чем-то одном. Нужно что-то, какое-то разнообразие. Естественно, есть у каждого свой почерк. Да, То есть стиль остается твоего, стиль все равно исполнение да, он всё равно остается Зары остается. Аушевой. Это все зависит от личности человека, то есть личность, индивидуальность человека, она все равно не меняется, какие бы мы песни там не пели, какого А ты не жанра. думала, чтобы поменять, например, Да. свой образ? Образ свой? менять, стиль менять, нужно существовать в удобном себе образе, ничего не рисовать, ничего не придумывать, быть просто собой. Это самое удобное. Мы с тобой тогда, Зара, исполним песню «Садок», так как я уже в этой студии сегодня. Давай попробуем. Садок, алого
في إيشش حديت الله Везер цегуш Бенне ди бяди чибисах сонтарло Садок Садок في إيشش حديت الله Хагян هت докса دهار علوزچكو гце аздоха сахуца де сабезем хуца бе Хагян هت докса دهار علوزچكو гце аздоха сахуца де сабезем хуца бе على الحي على المليخش عني قجدو هار حدوش شوخن ديك تشدوش وزمجدو على الحي على الحي مليخش عني قجدو حقان докса дehar alozechku gce azdokha sahutsa de sabezem hutsa be Hagan ve hete doksa dehar alozechku gce azdokha sahutsa de sabezem hutsa be Мы уже поняли, что ты берешь все песни разной жанровой специфики, разной вокальной, так скажем, технической специфики. Но очень важно просто узнать, что вот когда ты берешь какое-то классическое произведение, да, например, классический романс, или какая-то современная эстрадная песня, где есть разные эстрадные приемы, разные какие-то нюансы. Вот как ты справляешься в студии, в живых концертах, вот эти все моменты, которые должны присутствовать, краски голоса, красивый тембр, техника, это все как вырабатывается? Ну, сейчас я, например, взяла песню Шульженко «Три вальса». Эту песню я давно люблю, давно она мне нравится, и как ее исполняет Шульженко, это просто невероятно. Поэтому я долго не решалась, честно скажу. И там и аккомпанемент очень сложный. Мы с нашим прекрасным аккомпаниатором филармонии есть такой, он закончил студию искусств, вместе с моей долей они учились на фортепиано. Аслан Костов. Также консерваторию. Аслан потом закончил консерваторию, да, он профессиональный просто человек, и он сходу практически играет эти ноты. Я, честно говоря, боялась, что будет сложно мне найти аккомпаниатора на эту песню. И мы с ним сделали, вот один раз встретились, и я попробую, потому что эта песня «Три вальса», она вообще как бы актерская. То есть там надо играть. Ну, тем голосом, который есть. Как получается, что Аслан безумно талантливый пианист и, соответственно, будучи музыкантом, зная специфику классического вокала, потому что в нотах все нужно петь, как написано композитором, Аслан проводит даже, кроме работы аккомпаниатора, и, конечно же, безусловно, помогает с голосом, где нужно правильно все это. Вот мы с ним пока только один раз встретились, Здорово. И я думаю, что у нас эта песня получится. Здорово. У нас в театре, как в нормальном театре, у нас есть, естественно, там сценическая речь, вокал, хореография и так далее. И наш вокал у нас теперь уже преподает у нас Марем Харсиева, ведет вокал. То есть, насколько я понимаю, что сегодня твоя певческая форма остается в форме, потому что есть тренер, коуч, тренер, педагог по вокалу, который с вами с помощью распевок, упражнений сегодня стабилизирует работу вашей, так скажем, певческой работы. Правильно? И не бросай эту работу, всегда нужно работать. А мне нравится, что вы больны мной. Здорово. Но я думаю, что как раз ты затронула... Мне нравится, что я больна вами. Затронула... Строки песни, которые мне очень нравятся. Мне просто нравится первое исполнение, которое звучит в кинофильме «Жестокий романс». И я знаю, что мне рассказывали эту историю, мой педагог по вокалу, М. Васильевна Рацик, она рассказывала историю о том, как
над этим романсом долго работали с Пугачевой для того, чтобы именно так она его исполнила в этом фильме. А потом уже, когда были какие-то концерты, она его пела, говорят, но уже не так. И когда ее спросили, а почему не так, как в фильме, она, говорят, ответила, а мне нравится. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негуляние под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы, увы, больны не мной, за то, что я больна, увы, не вами. Зара, скажи, пожалуйста, ты проводишь работу с детьми, творческую работу, непосредственно связана эта работа с пением. Как проходит твоя работа и какие песни исполняют дети и к чему ты их приобщаешь? Да, я сотрудничаю с Домом культуры Яндери, и там действительно есть очень талантливые дети, которые приходят и которым нравится быть на сцене, заниматься творчеством. Мы, конечно, в первую очередь выясняем, что им нравится, какие песни они любят там слушать или слушали, какие они пели там в школах и так далее. И исходя из того, что им ближе, я подбираю им какие-то песни, которые им подходят. И по возрасту, и по тематике, потому что по разным датам в Домах культуры проходят мероприятия. И, соответственно, к этим мероприятиям мы подбираем какие-то песни, которые подходят им по возрасту и которые им нравятся. Конечно, ребенка не заставишь петь то, что ему не нравится. В первую очередь так. Дети принимают участие в разных фестивалях, конкурсах. Да, они принимают участие и в телевизионных конкурсах, и вообще в каких-то республиканских мероприятиях. Естественно, их задействуют. Мы желаем тебе творческих успехов, вдохновений, чтобы все, что задумано тобой, оно сбылось. И самое главное, чтобы зрители могли слышать твой красивый голос, и ты могла им дарить свое прекрасное творчество. Спасибо большое. Мне бы хотелось, чтобы ты пожелал нашим зрителям. Желаю всем нашим зрителям всего самого-самого доброго, мирного неба над головой. И любите творчество, искусство и культуру. Это самое главное. Уважаемые зрители, мы вам всего лишь говорим до новых творческих встреч. У нас в гостях была народная артистка Республики Ингушетия, актриса театра и кино Зара Аушева.